выступал на категорию ниже практически всю свою карьеру. Да, буквально разовые вылазки у него какие-то были в 70 кило. Позапрошлый бой, например, но в основном по габаритам он гораздо лучше подходит для 66, но его совершенно не смущает. Тем более, что здесь рев трибун. Ох, хорошо начинает смотреть. Пане постреливает с передней руки. Такая стойка у него широкая, очень подвижна на ногах. Нестандартная, конечно, у него техника. Ну, наверняка были спарринг-партнеры у Акимжана для того, чтобы подготовиться именно к такому оппоненту. Ну и плюс левша. Во всяком случае, вот сейчас в стойке левши работает Поне. И наверняка полетит левая нога в район печени. Именно поэтому достаточно низко держит локоть сейчас Жасулан Акимжан. Такой челнок получается у Пане. Дергает периодически сейчас. Вот пытался запустить ногу, прихватил ее Акимжан. Не преследует соперника, но плотных попаданий от Акимжана пока еще не было. Да, несмотря на то, что преследует, все-таки не форсирует. Вот сейчас была возможность, например, пройти в борьбу, когда прихватил ногу, но не пошел. Мы сейчас очень хорошо слышим, что подсказывают из угла Поне, причем подсказывают на английском языке. Ничего не меняй, дисциплина, оставайся сфокусированным, собранным. И главное, джеб. Вот такие подсказки из угла Джейсона. На старте боя неплохо работал с передней руки, действительно, так что про джеб говорят не зря. Хорошо держит дистанцию Поне. Не просто подобраться к нему из-за габаритов, из-за стойки. Пытался налететь сейчас Акимжан, не очень удачно, точно получилось. Ну и мы все ждем момент, как будто вот должен выстрелить. Вот Акимжан, но ждет момент. Смотрите, перехватил ногу долго. Балансировал, отпрыгивая на другой ноге Акимжан. И все-таки не дал себя ни скинуть, ни перевести, ни сбросить. По-прежнему главные подсказки из угла Поне, дисциплина и джеб. Он очень хорошо накидывает вот эти ноги по разным ярусам. Причем не давая опомниться фактически Акимжану. То есть эти ноги летят тогда, когда вроде бы Жасулан хочет пойти в атаку. Немало лоу-киков, смотрите. Неприятно. И по внутренней стороне отработал, потом 2 раза по внешней. Явно прочувствовал Акимжан. Видите? Даже калф-кики скорее. Снова пытается припугнуть ударами по ногам Поне. Половина раунда позади первого. Ух ты! Как рванул вперед Поне, дотянулся ногой даже до головы. Я испугался за Акимжана, но Акимжан вроде как в порядке, вяжет сейчас соперника. Очень хороша была атака от Поне, он здорово взорвался и по месту выбросил этот удар, когда не был к нему готов Жасулан Акимжан. Но в итоге в борьбе, кстати, много времени на спине не провел Поне. И снова не удержался на ногах. Заряжал сейчас опять этими лэг-киками. Пытался обстрелять ноги, сам же шлепнулся. Акимжан идет за ним, преследует. Пытается подержать на дистанции Поне. С киком в корпус заходит сейчас Акимжан, но снова не дал себя сбросить, уже не в первый раз. Таким не удивишь Акимжана. Калф-кик, после этого джеб. Очень хорошо по-прежнему дистанцию держит Поне. И самое главное, он работает в том темпе, который ему выгоден, то есть он не устанет. Да, еще улыбается, как будто ему нравится происходящее. Можно посмотреть на физиономию Поне, и чтобы понять, что ни о чем как будто бы не переживает. Периодически зажимает его у сетки Жасулан Акимжан, но Поне вот за счет бокового движения вправо-влево он все-таки уходит на оперативный простор. Припугнул Акимжан, но решил все-таки киком в корпус отработать. Взрывные ноги от Поне. Резкие, неприятные. Акимжан не попадает хай-киком. Не могу сказать, что габариты Поне сейчас являются проблемой для Жасулана Акимжана. Вернее, проблемы они по-любому являются, но главная ли это проблема? Вот в этом я не уверен, но абсолютно очевидно, что Жасулан пока не приноровился к сопернику. Неудобный стиль у Поне. Хорошо действует Джейсон. Не в первый раз бэкфест в этом раунде от Акимжана, но оба раза мимо. Встречает Поне с колена, прихватывает ногу в это время Акимжан, раскручивает, пытался перевести, сразу не вышло. Устоял на ногах Джейсон.
Вот сейчас поддавил же Сулан Акимжан, но не сказать, чтобы извлек что-то серьезное из этих моментов. И на этом заканчивается первый раунд. Давление без ударов практически, и давление без сближения. Эффективных именно действий не хватило. Но есть еще 2 раунда, чтобы все изменить. И мы видим, что уже в том же абсолютно ключе начинает этот раунд Джейсон Пане. Но он действительно в этом хорош. Длиннющие руки и, самое главное, джеб, который он постоянно вставляет. Он доходит до цели. Он отвлекает же Сулана Акимжана. Ну, плюс еще и постоянно летящие лоу-кики. Тут начал как раз таки с лоу-киков Пане этот бой. Выстрелил сейчас в дальней руке. И опять тут же лоу-кик добавил. Подвижный очень Пане. У Акимжана есть проблема с тем, чтобы выбраться на удобную для него дистанцию. Пока ключик к стилю Пане не подобран. Подходит сейчас. После фронт-кика в корпус пытался зарядить в голову, пошел бороться. Защищается Пане сейчас от перевода, но все-таки сваливает его. Акимжан, есть тейкдаун. Пытается отключить ноги тут же. Ну вот момент, который может стать переломным, на самом деле, в этом противостоянии. Удалось наконец-то перевести и, самое главное, удержать какое-то время на настиле Акимжану своего оппонента. Пане пытается выбраться, пока это не удается. Но вот сейчас хороший очень взрыв от него. Ну, пытается забрать спину сейчас отсюда, но, смотрите, Пане уже практически выпутался. Начал носить удары Акимжан, а Пане еще и отстреливается локтем туда-назад, не глядя. Развернулся. Локоть с разворота опять уже не в первый раз запускает Акимжан. Ну а до этого попытался колено из тайского клинча выбросить. Фактически на разрыве этого самого клинча Джейсон Пане. О, как достался сейчас джебом и при этом уже уходил в правую сторону Пане. Даже не успел среагировать на это Жасулан Акимжан. Очень публика переживает за Жасулана. И практически все уже с передних рядов начинают ему подсказывать. Подходит в корпус, заряжает Акимжан. Не достает Акимжан. Слишком стремителен и слишком здорово и выверенно держит дистанцию Пане. Кричат сейчас Джейсону Пане его угловые, что твой соперник устал. Кажется им, что Акимжан уже без сил, хотя так визуально ты и не скажешь. Чуть-чуть, наверное, резкости не хватает Жасулану. Все-таки против такого соперника, каким является Джейсон Пане, нужно прям взрываться. И вот вроде бы пытается периодически это сделать Жасулан, но чего-то не хватает. Вот, например, как сейчас, да, вроде бы очень неплохой левый боковой, передней рукой пытался достать, но Пане просто быстрее, он видит эти удары. Такой криптонитный стиль у Пане для Жасулана оказался. Ну, Акимжан снова залетел в ноги на секундочку, но затащить за собой в партер соперника не смог. Без тейкдауна обходимся. Кик от Пане тут же добавляет с правой в голову. Вот сейчас становится очевидно, что борьба, конечно, должна стать фактором. Если удастся Акимжану добраться до оппонента, вы посмотрите, а в борьбу-то идет у нас совершенно неожиданно Джейсон Пане. Жалуется на что-то Акимжан сейчас. Не слышно было, что происходит между ними и рефери. Разворачивает соперник Акимжан. Хорошее колено. Из клинча снова от Пане. Джеб туда же вдогонку. 2 раза сейчас хороший удар получился от Джейсона. Сейчас из его угла, из угла Пане. Говорят, джеб и кросс. Но вот кроссов пока Пане не выбрасывает. Снова пару раз попал, потом ушел в сторону. И еще джеба прилетают. Акимжану нужно рисковать. В противном случае он уступит в этом поединке по очкам. Нужно сближаться. В корпус зарядил Акимжан. Отвечает лоу-киком Пане. Добавляет, пытается в голову, но не очень точно. С левой руки добавляет. Попадал сейчас хорошо Акимжан. Сблизившись. 50 секунд до конца второго раунда. Бэкфист не по цели. Ну, еще один бэкфист уже встречный тоже мимо. И вот сейчас попытался сблизиться Акимжан. То, о чем мы говорили, как раз, ну, очень здорово, превентивными мерами не дал этого сделать Пане. И
Вот сейчас, наконец-то, на ближнюю ворвался в личное фактически пространство своего оппонента Жасулана Акимжан. Пропускает несколько локтей, но самое главное, у него есть возможность перевести. Да, и он это делает. Шикарно подбил, перевел. И отсюда сейчас можно поработать, отталкивать соперника Пане. Налетает на него Акимжан. И закрывает удушку. Но там 4 Закрывает секунды. 2 секунды. Действительно секунды. Совсем немного остается до конца. Терпит Поне. Постучит или нет. И не успевает. Я думаю, что ему очень нужна досрочная победа здесь. Да, очень велика вероятность, что Джейсон Пане просто ведет 2-0 по раундам, несмотря на очень хорошую концовку второй пятиминутки для Жасулана Акимжана. Да, вероятно, этого не хватит, чтобы украсть раунд. Очень сложная ситуация для местного любимца. Интересно, что ему подсказывали в углу. Вот, к сожалению, его команда находится во время перерыва вдали от нас, в противоположной фактически части клетки. Пана не меняется. Зачем менять то, что и так работает? Поэтому вот с дистанции опять передней рукой фехтует. Чуть-чуть пропустил. Такой легкий удар сейчас от Акимжана. Вроде бы пытается подойти Жасулан Акимжан, но раз за разом Поне просто делает что-то, что позволяет ему уходить. Обстреливает сейчас лоу-киками. Переключается на голову Пане. Вот, сближается Акимжан. Выхватил ногу. В конце, конечно, прошлого раунда классно перевел. Швырнул соперника брутально. Здесь пока так не вышло. Наверное, да, Акимжану нужно пытаться искать свое счастье в партере. Там шансов побольше. С разворота локоть не заходит. Над головой соперник он пролетел. И опять те же самые джебы с передней руки. Постоянно накидывает их. Еще одна попытка перевести. Более успешная. На секундочку оказался Пане. Да, Пытается спастись. Буквально вгрызся в ногу своего оппонента Жасулана и перевел. Все-таки перевел. И вот сейчас позиция хороша, потому что чуть-чуть заблокирован у сетки Поне. Ему будет очень сложно найти пространство для того, чтобы Жасулана оттолкнуть. Неплохой момент для Акимжана. Проблема в том, что здесь нужно сейчас добавить вдвойне, потому что просто контроля и тычков может не хватить. Нужна, наверное, более агрессивная работа здесь, чтобы перестраховаться. Естественно, наше мнение никак не влияет на мнение судей, поэтому мы не знаем, как там выставили очки по раундам, но велика вероятность, что Пане могли отдать оба первых раунда. Позиция неплохая, но она неплоха для контроля. Вот отсюда забивать оппонента или выходить на прием невероятно сложно. Так что нужно ее развивать в любом случае Жасулану. Я думаю, что и он прекрасно понимает, что позиция с точки зрения баллов очень и очень шаткая. Вот сейчас была, по-моему, попытка выйти на ручной треугольник, но для того, чтобы его сделать, нужно было выходить в сайд-контроль, а там сетка помешала в любом случае. Пытается вырваться Пане. Контролирует его пока еще Акимжан, но встает Джейсон. Вскочил. Из клинч сам начал работать, ставил колено в корпус. Пане. Акимжан вернулся к вопросу борьбы, пытается отсюда пойти. И вырывается. У Пане все-таки получилось выйти вот сюда на простор. А клетка здесь большая. Набрасывает. С передней, с дальней. Довольно свеженький, причем Пане можно заметить, что нормально дышит. Не сказать, что сильно замедлился. Встречал сейчас коленом, не вышло. Акимжан не смог добороть, да, залетал в ноги. Хоть и под удар, но при этом без тейкдауна обошлось в этот раз. 1,5 минуты до конца всего поединка. Расслабился как будто уже Пане, значит, более обширный комбо набрасывать. Локтями работает, посмотрите. Из угла Пане во все горло кричат, что осталось меньше 2 минут. Сейчас уже значительно меньше. Минута 20, если быть точным. И Пане продолжает выстреливать своими джебами. Фехтует он, конечно, мастерски. И посмотрите, зал начал так гнать вперед Акимжана. Трибуны ревут, поддерживают местного любимчика, местную звезду. И вот под эти звуки колено классное вставляет Джейсон Поне. Еще и джеб. Жасулан не сдается. Мы видим, что он хочет пройти на ближнюю, но пропускает удары. Сейчас снова двойка залетела. Окровавленное лицо посек своего соперника. Сейчас Пане в прошлом эпизоде разбил чуть-чуть. Серьезно, гематома уже под левым глазом. Переигрывает Пане снова и снова в этих размерах стойки. И наконец-то добрался Жасулан до ноги соперника. Удастся ли перевести? А даже если удастся, времени совсем мало. Еще и локти вставляет отсюда Пане. Пытаясь остановить этот тейкдаун.
И в целом он притормозил перевод в партер. Легкий тейкдаун у Акимжана не вышел. 20 секунд до конца поединка. Все практически уже закончилось. Опять локти от Пане, работает он активно. В висок куда-то пытается набрасывать в ухо. 10 секунд до конца всего поединка. И все. 28-29, Akimjan. 29-28. Winner by split decision. Fighter of the blue corner, Jason Pone!